сообщению от 1 февраля 2023 года, размещенному на сайте китайской пропагандистской сети Танрыдак, политический совет партийного комитета правительства Синьцзяня в Восточном Туркестане, недавно определяя план политических консультаций на 2023 год, вновь подчеркнул заблуждение об укреплении общественного сознания китайской нации. Наблюдатели отметили, что пекинская администрация усилила политику этнического и культурного геноцида в Восточном Туркестане с использованием тезисов о предполагаемой китаизации ислама и укреплению китайского сознания. Делегация послов африканских стран в Пекине посетила Восточный Туркестан 2 февраля. Согласно сообщениям китайских СМИ, делегация встретилась с секретарем партийного комитета Уйгурского автономного района Ма Синьчжуй и президентом Уйгурского автономного района Эркином Тунеязом, которые выразили поддержку синьцзянской политики Китая, несмотря на то, что правительство США и некоторые западные парламенты обвиняют Пекин в геноциде. Однако аналитики говорят, что этот визит был частью дипломатической кампании против усилий международного сообщества по привлечению Китая к ответственности за геноцид, совершенный им против уйгуров. Между США и Китаем разразился новый кризис. Принадлежащий Китаю шпионский аэростат, обнаруженный накануне в небе над США, вызвал панику и беспокойство. В заявлении Китая говорилось, что воздушный шар был гражданским воздушным судном, принадлежащим Китаю, использовался для метеорологических исследований, дрейфовал с ветром и случайно вошел в воздушное пространство США. Заявления Китая не удовлетворили Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Пекин на 5 и 6 февраля. Воздушный шар был сбит по приказу президента США Джо Байдена реактивными самолетами, принадлежащими американским военным, когда он поднимался над Атлантическим океаном в территориальных водах США. Администрация Пекина очень жестко отреагировала на падение воздушного шара. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в общей сложности 1762 украинца смогли вырваться из российского плена с 24 февраля 2022 года, когда началась российско-украинская война. Зеленский в своем видеообращении в Телеграм отметил, что еще 116 украинских военнослужащих были освобождены в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной. В 1997 году китайская полиция открыла огонь по уйгурам, устроившим мирные протесты в Кюльдже из-за усиления давления на их культурную самобытность и религиозную жизнь. Хотя после трагедии в Кюльдже прошло 26 лет, китайское правительство по-прежнему не разрешает независимым лицам или учреждениям расследовать события. В 1994 году в связи с растущим запланированным давлением на культурную самобытность и религиозную жизнь уйгуров Китай объявил вне закона и без каких-либо оснований традиционные уйгурские общинные структуры, ранее признанные правительством Коммунистической партии. Вызванные этим социальные проблемы спровоцировали восстание около 15-20 тысяч уйгуров в Кюльдже 5 февраля 1997 года.